Предоставляю слово кандидату культурологии, доценту Института славянской культуры Алле Кирилловне Коненковой. Ее выступление на тему «Византийские истоки в архитектуре собора Святого Саввы Сербского, Белград, Сербия, и собора Святого Александра Невского, София, Болгария». Алла Кирилловна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь кратко изложить свою тему, не буду касаться сложных конструктивных вопросов архитектурных, но постараюсь показать общие черты в архитектуре обоих храмов, о которых я хотела бы рассказать. Сейчас попробую подключить презентацию. Так, подскажите, пожалуйста, вы видите презентацию? Пока не видим, пока не видим. Но вы рассказываете и подключайте, чтобы мы время чуть-чуть так не тратили. Я боюсь, что не получится подключиться, потому что больше не знаю, как это сделать. В таком случае, к сожалению, очень жаль, что не получится презентацию подключить. Алла Кирилловна, было видно. Видно было то есть это не видно в зале? Алла Кирилловна, да, можно включить, на экране видно. Я включу, тогда хорошо, давайте так. Так, сейчас, подождите. Так, итак, значит, византийские истоки в архитектуре... Видно, спасибо. Видно, отлично. Итак, я сейчас буду показывать и комментировать. Собор Святого Александра Невского, София, Болгария, заложен в 1882 году, строительство прошло в 1904-1912 году. Архитекторы Александр Никанорович Померанцев и Иван Сергеевич Богомолов. Развитие церковной архитектуры славянских стран Балканского полуострова и России во второй половине XIX века отмечено распространением византийского стиля. Это было связано с единством православной веры этих стран и единством истоков православной культуры и искусства. Примером этого стиля являются построенный в столице Сербии, Белграде, собор Святого Саввы и собор Святого Александра Невского, находящийся в столице Болгарии Софии. Оба храма посвящены освобождению своих стран от турецкого порабощения и являются символом свободы своей страны. Основным образцом архитектурных форм обоих соборов и их конструктивного решения является собор Святой Софии в Константинополе, главная святыня православных христиан. Оба храма отличаются единством архитектурного решения, но имеют и различия, связанные с архитектурным почерком проектировавших архитекторов, а также национальными особенностями архитектуры Сербии и Болгарии. Строительство обоих соборов было задумано примерно в одно время. Это 80-е и 90-е годы XIX века, хотя в силу разных обстоятельств строительство обоих храмов было завершено в разное время гораздо позже. Не буду говорить о конструкции, это отдельная такая тема будет в статье, я ее разверну. Скажу больше о символике. Оба собора несут в себе символику идеального христианского храма, наиболее полного, воплощенного в архитектуре собора Святой Софии в Константинополе. Храм уподоблен мирозданию. Центром является купол. Развитие архитектурных форм идет от купола сверху вниз. Масса зданий не вызывает чувства тяжести, она кажется висящей, не оказывающей давления на опоры, согласно словам Священного Писания, в руце Божией концы земли. Предание связано с куполом Святой Софии Константинопольской, говорит о том, что сразу по созданию этого храма стали говорить, что купол висит на золотой цепи, который держит в руках сам Господь. Храм должен быть наполнен светом.
Начало творения есть свет, потому что свет делает видимым то, что созидается. Конструктивные особенности двух храмов в Белграде и в Софии, опирающихся на традиции Святой Софии в Константинополе, позволяют придать свету, и естественному свету, и искусственному свету, символическое значение. Еще одна очень важная мысль для устройства православного храма. Храм должен быть ясным и четким. Его конструкция должна быть логично устроена и должна быть ясно видна. Эта целесообразность должна наглядно демонстрировать цельность божественного замысла о мире. Мир как храм, созданным Богом, и храм как мир. Это основная идея постройки юстиниановской эпохи, которая получила воплощение в архитектуре собора Святого Саввы в Белграде и собора Святого Александра Невского в Софии в 80-е и 90-е годы. Церковное строительство основано на традициях, и эти традиции обоих соборов восходят к византийским истокам, к главной святыне православного мира, Святой Софии в Константинополе. Докончу показ. Это своды Святой Софии, основной купол и боковые купола, на которых держится всего замечательное перекрытие. Вот на этом слайде вы видите сравнение поперечного разреза храма Святого Саввы и поперечный разрез храма Святой Софии в Константинополе. И вы видите, что конструктивная общность здесь несомненна. Наглядное сходство трех построек показывает анализ планов этих трех соборов. Вот здесь на слайде в верхней части вы видите план Святой Софии в Константинополе и два плана, крестообразный план Святого Саввы Сербского собора и Святого Александра Невского. Если считать особенности вот здесь двух этих храмов, обобщить особенности, то все видно по плану, что все они исходят от основного образца, от Святой Софии в Константинополе. Я очень кратко изложила суть своего доклада, и, к сожалению, вот в главном зале не смогли видеть эту презентацию. Спасибо большое за внимание. Да, спасибо большое, Алла Кирилловна. Действительно очень интересно. Мы будем ждать статью, будем ждать сборник, потому что мы перенеслись вот в эти замечательные соборы, и Айя София, которая уже не является, к сожалению, христианской святыней, да, уже там совсем все другое. Но величественный храм Святого Саввы Сербского в центре Белграда напоминает о величии, да, вот где-то действительно это все очень созвучно. И еще очень важно, мне кажется, что вот как раз в росписи собора Святого Саввы принимали участие в том числе и иконописцы из России. Очень многие, там несколько бригад работало, и, насколько я знаю, что и российские компании помогали финансово в том, чтобы благоукрасить вот храм Святого Саввы. Спасибо вам большое.